Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Перекрестки судьбы. С кем суждено сойтись, а с кем разойтись. Смотреть буду на ближайшее будущее. Срок возьмем в 2 месяца. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте на себя, просто назовите свое имя и доверьтесь высшим силам. Я выбираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы моими руками скрытые дочи уже слушайте. Так. Ну, сходиться вы будете гораздо больше, чем расходиться. Это уже приятно. Давайте начнем с того, с кем вы разойдетесь. Вот с кем суждено разойтись. Здесь у меня выходит человек, который очень долго и методично вас обманывал. Знаете, как юродливый какой-то. Лицемерил, обманывал. Это может быть как и мужчина, так и женщина. К сожалению, пол сказать не могу. Но этого человека неоднократно вы ловили на обмане, на мошенничестве даже. И даже на каких-то кражах. Вот с этим человеком вы разойдетесь. Я вижу, что вы недовольны этим человеком, но вы как будто бы всегда прощали. Вы как будто бы всегда давали шанс. 2-й, 5-й, 10-й, 100-й, миллион там какой-то, да, давали. Ну, вы по-другому не можете. Вы так воспитаны, вы очень благородны и очень добры. Вот. А человек без зазрения совести играл на ваших чувствах, ну и пользовался вашей добродетелью. Смотрите, этого человека, вот как, знаете, в зашей выгонят высшие силы из вашей жизни. Просто вот как выкатится, вылетит, как-то прям из дверей выкатывается и туда, в небытие катится. Знаете, вам попервой будет жаль этого человека, либо вы будете даже скучать по этому человеку. Но пройдет совсем чуть-чуть времени, и вы поймете, как качественно поменялась ваша жизнь. Вам станет гораздо легче и проще жить. Не будет таких разочарований, не будет таких потерь. Кстати, вот у кого-то прям даже финансовые затруднения и потери были из этого человека. Вот жизнь наладится и улучшится. Давно было пора это сделать, но вы до последнего держали этого человека около себя. Здесь уже, знаете, как высшие силы не выдержали, и человека просто изгоняют из вашей жизни. Да. Не место этому человеку рядом с вами. Вы немножко позже это все поймете. Дальше, с кем вы разойдетесь? Здесь кто-то разойдется. Ну, возможно, это ваш, не знаю, учитель, наставник, начальник. Да, человек, который занимает более высокую должность, либо более авторитетный, чем вы. Человек. Ну, я так понимаю, что это смена работы, либо этого человека, например, уволят, либо сам уволится. Вот. Но этот человек всегда как будто бы преуменьшал вашу значимость, подавлял вас. Да? Вы как в тени этого человека всегда были. Ну, допустим, да, если это ваш начальник, вы давно должны были бы сделать карьеру, да, либо получить хорошую должность, хорошую оплату. Но этот начальник подтасовывал данные, там, оговаривал вас. И вам же про вас говорил всякие гадости, что ты там не доработала, не доделала, либо сделала все неправильно, там из-за тебя мы там план не сделали, да, либо там в убытки ушли. Ну, специально это все делал. С одной стороны, ему это доставляло удовольствие, видеть, как вы растеряны, как вы переживаете. Знаете, как
самоутверждался человек за ваш счет. Вот. А с другой стороны, человек вас реально побаивался, видел ваш потенциал и пытался всеми вот удобными и неудобными способами гасить ваш потенциал. И я так скажу, получалось. Получалось, потому что в себя вы совершенно не верите, вы очень напуганы, вы как бы даже избегаете какой-то ответственности, либо вам страшно о себе заявить. Да, это все из-за него. Если это какой-то преподаватель, учитель, ну не знаю, там наставник, может быть, вы посещали какие-то курсы, да, либо вы проходите обучение, то человек, ну, действительно самоутверждался. То есть сам по себе это просто раздутый баллон, да, этот воздушный шар. И человек, вот, обижая других, самоутверждался. У вас будет новый наставник, либо новый начальник, кто будет безумно рад тому, что вы его ученица, да, либо вы его сотрудница. Вот этот человек вас, ну вот как, знаете, на руки берет и поднимает. То есть поможет вам, например, по карьере вырасти, добиться хорошей зарплаты, либо начать, может быть, самостоятельно, да, какую-то деятельность вести, если мы говорим про обучение. Это очень хорошо. Вот мне очень нравится, что высшие чистят, да, подчищают негативных людей в вашей жизни. Сами вы почему-то этого не делаете. Вот, и высшие подчищают. Замечательно. Так, вышла женщина с инициалом на букву А. А. Может быть, это ее имя, может быть, вы ее так называете на букву А, может быть, фамилия, либо место, где она проживает, ассоциируется с буквой А. А может быть, она носит одежду, да, и на одежде буква А. Но почему-то у вас эта женщина в голове связана с буквой А. Вот, смотрите, эта женщина, она очень много гадости сделала вам за вашей спиной. Может быть, это ваш враг, соперница. У других отыграется, что это ваша, ну, типа там в кавычках подруга. Но она не подруга и не хороший человек. Она на самом деле очень коварная, злобная и завистливая женщина. Много-много неприятностей она вам доставила. Здесь могли быть и воздействия, и оговоры, клевета, подставы. Да? Очень много негатива, деструктива она внесла в вашу жизнь. Вот как раз с этой женщиной здесь не все так просто будет. Я вижу, что она в открытую как-то против вас выступит. То есть какая-то нападка идет от этой женщины. И в данном конкретном случае вы уже будете выталкивать эту женщину, да, со своей жизни. Ну прям выведет вас очень сильно из себя. Как будто бы львицу пробудит в вас. У вас как будто бы бой с этой женщиной. И вы ее сделаете. Сделаете, да. Здесь уже вы, здесь уже конкретно вы, и достаточно в такой силовой и грубой форме вы ее в своей жизни выталкиваете, выкидываете. Вот как избавляетесь от соперницы, либо от врага избавляетесь. Это хорошо. Так, давайте теперь посмотрим по хорошим событиям. Перекрестки судьбы, кого приведут в вашу жизнь, вот кто найдет к вам дорогу. Так, здесь у меня человек вышел. Человек, ну это какой-то родственник, близкий, по крови родственник либо вам, либо, например, вашему мужу. Человек в возрасте, старше, чем вы человек. Не могу сказать причины, почему вы раньше не общались. Возможно, даже вы и не знали о существовании друг друга. Но этот человек вот в самое ближайшее время объявится, как снег на голову упадет. Человек очень одинокий, но человек при больших средствах. Я так понимаю, не то чтобы прям богатый, да, но располагает достатком, да, и свободными капиталами располагает. Вот этому человеку нужна семья, этому человеку нужно общение, нужна любовь. Человек сам по себе, закрытый, либо как годы одиночества этого человека сделали немножко необщительным. Вот. Вы сразу поймете, что нужно этому человеку. Вы сразу найдете подход к этому человеку. Даже в какой-то степени, знаете, как пожалеете этого человека. Скажете: ой, бедный человек, да, бедная женщина, либо бедный мужчина.
вот как жизнь обошлась, да, что один совсем остался, либо осталась. Вы без всякого злого, там, заднего умысла откроете свое сердце этому человеку. И человек откроет сердце именно навстречу вам. Даже если это кровный родственник, например, вашего мужа, будет любить именно вас. Больше всего будет любить именно вас, кто смотрит мою цыпочку. Вот этот человек поможет. Поможет либо с жильем, да, если у вас проблемы с жилищными условиями, но и точно будет помогать с деньгами, с материальным будет помогать. Вот. Это очень хорошее событие идет, потому что вам очень нужна помощь. В принципе, да, вы не то чтобы просите, но вот эта помощь, она как ни кстати придется вам. Плюс и хороший человек, да, родственные связи. Все-таки, когда больше людей, оно и приятней. Вот, обретение родственника идет. Так. Ну, здесь у меня женщина с ребенком. У женщины есть ребенок, отец этого ребенка. Девочки, возможно, так случилось, да, что мужчина в какой-то момент отказался от вас, беременной, да, либо побоялся брать на себя эту ответственность, хотя как бы он причастен ко всему этому. Возможно, вы долго не общались, возможно, даже так случилось, что он и не знал, что вы забеременели. Здесь как будто бы мужчина попал, ну, либо под свои комплексы, да, испугался, убежал, либо, например, могли наговорить на вас и сказать, что вы там гулящая, что забеременели от кого-то другого. То есть, знаете, как вмешательство даже было. Смотрите, я вижу, что этот мужчина возвращается в вашу жизнь. Возвращается, зная правду. Либо правду о себе, что я был трус, и теперь я хочу все исправить. Либо узнал правду, что его обманули. Вот в отношении вас обманули. Вот. Человек идет в очень длинном плаще, и на этом плаще очень много всего. То есть он придет и с деньгами, и с подарками, и с словами добрыми, и прощения будет просить. Но вы в такой позиции, вы ребенка от него прячете. Может быть, как, не доверяете, да, в принципе, имеете право. Либо наоборот, хотите отомстить за то, что он так поступил. Девочки, он сможет вас переубедить, он сможет с вами найти общий контакт. И смотрите, вы сжалитесь над ним, да, либо примите его помощь. То есть я не могу сказать, что вы прям восстановитесь в отношениях, ведь мы смотрим на 2 месяца, но он будет присутствовать в вашей жизни, будет играть важную роль в вашей жизни и в жизни вашего ребенка. Я так понимаю, будет поддерживать, либо давать средства, да, на жизнь для вас и ребенка. То есть здесь как порядок будет восстановлен, правильный ход вещей будет восстановлен. Но мужчина будет пытаться вас оберегать и защищать. Вот как может, да, как умеет, будет вас поддерживать. И в данном конкретном случае он и ребенка любит, и вас он тоже любит, либо очень большую вину перед вами свою чувствует. То есть возвращенец получается, да? Так. Здесь вот какая-то интересная особа. Тоже не могу сказать вам пол, мужчина либо женщина. Но у этого человека есть то, что вам нужно, либо то, что может вам помочь. Это может быть что угодно, начиная там от профессиональной помощи, заканчивая, например, каким-то содействием. У вас идет выход на этого человека через какого-то посредника. То есть кто-то вас познакомит, либо подведет, либо, как указалку даст, да, что нужно именно туда обращаться. У вас будет какая-то договоренность с этой персоной, назовем так. Я просто пол не вижу, честно. Я бы хотела вам сказать, но не вижу. Будет договоренность. Договоренность на продолжительный период времени. То есть вы будете либо решать свою проблему, либо получать какую-то помощь постоянно, да, на постоянной основе. Вот это очень хорошее событие для вас. По крайней мере, вы будете очень этим довольны. Довольны, что именно так случилось, что именно с этим человеком вас познакомили, либо указали на этого человека, и что человек вам
но вот либо очень открыто отнесся, либо ну, вот, действительно человек выполняет свои обязанности, да, очень честно и порядочно. То есть идет какая-то, ну, как сотрудничество, союз долговременный, да, долгосрочный идет. Приятно будет, очень приятно. Так. Девчонки, кто одна, вот совсем одна. Возможно, вы были в браке, возможно, у вас и детки есть, но они выросли. И вы как будто бы вот живете сейчас одна, сама для себя. В вашем окружении есть мужчина ниже вас ростом. Ну, у кого-то отыграется ниже ростом, а у кого-то отыграется моложе вас мужчина. Он у вас постоянно вот в ногах, ну, под ногами крутится. Может быть, вы одними и теми же дорогами ходите. Может быть, ну, не знаю, по соседству живет, да, либо работаете вы вместе. Но вы его точно знаете, и вы общаетесь с этим человеком. Ну, кто-то дружит, кто-то просто там здоровается, да. Вот. Этот мужчина, смотрите, он делает шаг в вашу жизнь с кольцом. Девочки, он будет делать вам предложение. Признается в любви и сделает вам предложение. Для вас это будет просто шок. Но как бы вы его знаете, вы, скажем так, может быть, никогда всерьез его и не рассматривали, да, как жениха, там, как будущего мужа. А он возьмет и придет сразу вот с предложением. Видите, он сразу несет вам кольцо. Я так понимаю, что он отказа от вас не примет. Какая-то очень потешная идет ситуация. С одной стороны шокирующая, с другой стороны ну, потешная. Вам будет очень сложно среагировать на этого мужчину. Ну, будет весело. Будет очень весело. А мужчина серьезный. Мужчина серьезный, он все обдумал, он все решил. Возможно, этот мужчина какое-то время был несвободный, либо в момент вашего знакомства он был несвободный. Все, у него нет никакого балласта. Он, если был женат, он развелся. Если у него были какие-то другие там проблемы, обязательства, он все порешал. Он идет к вам без какого-то бэкграунда и с чистой совестью, да, вот ничего не скрывая. Вот придет и скажет, да, так и так, я тебя давно знаю, ты меня давно знаешь, я все эти годы тебя любил, но да, не мог там себе позволить признаться в этом, потому что так и так. Сейчас я все порешал, абсолютно чистый, честный, вот перед тобой, тебя люблю, тебя счастливо сделаю, пожалуйста, дай мне шанс. Вот, да. Но это, конечно, будет что-то с чем-то. Вы долго будете привыкать к этой мысли, да, либо долго будете это все обдумывать. Ну вот в венце идет, да, мне не показали, но это действительно шанс на любовь, на счастье и избавиться от одиночества. Девчоночки, думайте, решайте. Вот Песочек говорит, что мужчина действительно очень серьезно подходит к отношениям. И вы для него самая важная женщина в жизни. С любовью идет, именно с любовью. Так. Ну вот здесь человек, ну кому-то сын, либо дочь, ну либо брат, сестра. То есть здесь какая-то кровная связь идет с человеком. Человек на какой-то не очень правильный образ жизни вел, либо какие-то поступки не очень хорошие по отношению к вам, возможно, или не только к вам. Человек как потерянный для вас был. То есть вы думали, что, скорее всего, уже никогда вы не возобновитесь, никогда не будете общаться, либо там вместе как-то находиться. Смотрите, человек возвращается поумневший, с правильной жизненной позицией, осознавший все, что там было так, что не так. С просветленной головой человек возвращается к вам и возвращается в вашу жизнь. То есть этот человек не примет отказа. Да и вы не сможете отказать. Что бы там ни было между вами, все равно это ваша кровинушка, это близкий вам человек. Я вижу, что вы очень осторожно отнесетесь ко всему этому, когда поймете, что да, человек действительно 100% поменялся,
Вот для вас это будет как чудо. Да? Чудо, что он поменялся, либо поменялось, и чудо, что вернулся. Вернулась. Кстати, девочки, у кого-то вот из вас, у кого сыновья, именно сыновья, и из-за, например, там, вашей невестки там, были прерваны связи с сыновьями, либо были конфликты с сыновьями, я так понимаю, что возвращается именно к вам, осознав, что не с той женщиной он связался, проработал себя, проработал свои ошибки и вот возвращается, именно восстанавливает связи с вами, с мамой, восстанавливает связи. Это очень хорошее положительное событие. Конечно, вы будете переживать, что, например, он там развелся, да, либо разошелся с той другой женщиной, но с другой стороны, вы будете рады тому, что он взялся за голову, что понял, что все это было неправильно, и теперь есть шанс для него, как бы и для вас, да, что он создаст новую семью, хорошую, с хорошей девочкой, да, с хорошей женщиной. Вот. Может быть, даже у вас для него и хорошая невеста на примете есть. То есть здесь все очень удачно сложится. Да. Это очень хорошее для вас. Это вообще самое главное будет событие. Да, очень приятное. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.